Фу, всем привет! Я сейчас сижу в ванне, потому что я буду говорить долго и закрылся от Эльдарки, чтобы он мне дал поговорить. Вот, я хочу выговориться, высказаться или рассказать, или точнее, наверное, закрыть вопрос по мировому кочевью. Нашему мировому кочевью, которое началось в 2019 году. То есть, как планировалось, мы отправляемся в мировое кочевье с Аечкой, с Настей. Ну, Ильдарки тогда еще не было. Вот, и едем как едется, короче. Ну, с учетом того, что мы там проезжаем вокруг света, условно. Да, потому что я никогда так не планирую свои путешествия, что где, как, то есть досконально, по какому маршруту мы поедем. Я во все свои путешествия уезжал как бы только по направлению. Вот. То есть так и было. В 2019 году, в мае мы выехали из Чебоксар, доехали до границы с Финляндией. Вот, ну, своим ходом, естественно, все. Вот. Потом поехали по Европе, у нас была виза на 90 дней, да, вот. Проехали через всю Европу до Марокко. В Марокко После Марокко мы собрались и перебрались через океан в Северную Америку, в США, собственно, где мы и живем с тех пор. Вот. Почему возникают вопросы до сих пор у многих людей, там, у подписчиков, почему вот мы вам скидывали деньги, а вы так вот встали и никуда не едете. Бывает, вот до сих пор такое всплывает. Ну, во-первых, эти деньги, это был донат. И это было все добровольно, как бы, и никто никому ничего не обязан. То есть мы, да, собирали тогда деньги на билет, чтобы переправиться через океан, потому что у нас вообще не было абсолютно денег. Люди скинули, да, мы собрали денег аккуратно на билет, вот прям у нас больше денег не было. Мы прилетели в Америку, мы были без денег абсолютно. Вот, но люди так почему-то это все воспринимают, как будто мы украли какие-то деньги у кого-то там, или из бюджета, например, да, обещали что-то и пропали. Вот у людей вот до сих пор, вот у россиян, вот я не знаю у кого, до сих пор такое мнение. Я понимаю, что такая вещь, как донат в России, она вообще уже лучше с этим дело, да, но тогда еще вот в 19-е годы, особенно вот в моей родной Чувашии, это сравни попрошайничеству, что если ты собираешь донат, да, пишешь, что, ребят, есть возможность нам помочь, вот, все кошельки, если хотите, отправляйте деньги, нам помощь. И люди это воспринимают как какое-то попрошайничество. Я перед всеми благодарен, всем, кто отправлял деньги, кто нам помогал, потому что все эти деньги уходили в дело. Вот. Мы приехали в США и поняли, что даже несмотря на все донаты, что мы не вытянем просто мировое кочевье. Со всеми перелеты очень дорогие, с визами. Вот, поэтому мы сюда прилетели в США уже без денег. Абсолютно не было денег. Мы здесь выживали, у нас не было жилья. Первый год мы просто мотались. Даже не год, наверное, полтора. То есть постоянно у нас были вот проблемы с этим. Потому что, во-первых, мы не планировали эмигрировать. То есть у меня не было таких целей. Но я чувствовал, что нужно, потому что в Россию возвращаться, я вот все предусмотрел. Я чувствовал, что что-то будет. Ну, сами подумайте. Как бы диктатура, она никогда не может пройти спокойно, тем более в такой большой стране, многогранной, так скажем. Да, даже при смерти диктатора вот так вот чары, как в сказках, да, что там умирает там крысиный король, и как в сказке чары пропадают, все такие одумались, ой, что мы делали? Нет, люди те же останутся и будут творить такие же глупости и вещи, поэтому как бы в России на ближайшие поколения, к сожалению, я не вижу жизни. Я, может, да, смогу жить, но там как бы уйти, если только в лес куда-нибудь, в принципе, что я планирую когда-нибудь сделать, и там жить, вот. Но чтобы мои дети как бы в этом социуме жили, я не хочу. Вот, поэтому вопрос эмиграции сам собой закрылся. То есть мы решили, да, надо попробовать закрепиться в США,
Вот, и жить здесь и просто как бы не загадывать особо ни за что. Вот. Все мировое кочевье, что мы ехали с дефицитом денег. Денег у нас, ну, не скажу, что мы голодали, но денег не было никогда. То есть у нас был какой-то денежный запас на ближайшие там 2-3 дня. Вот. Иногда нам помогали как бы наши постоянные, ну, как их называть, спонсоры, партнеры, да, нам помогал один предприниматель. Ну, это были все равно как бы деньги небольшие, но в любом случае, как бы любые деньги нам были тогда важны, просто на еду. Но бюджет все-таки мирового, ну вообще вот путешествие с семьей, он очень раздувается. Я же до этого привык путешествовать один, да, ты ехал, я вот первые свои года, когда он на Кавказ ехал, я питался просто гречкой с солью. Гречка с солью, я даже не мог себе как бы позволить там сосиски какие-нибудь купить. Это только потом, когда я начал снимать видео спустя много лет, и там, когда пошел донат какой-то, люди стали смотреть, отправлять денежку, я позволил себе масло купить к гречке и сосиски какие-нибудь, сардельки. А до этого я путешествовал вообще без денег фактически. Но меня это вообще никогда не смущало, потому что мне было интересно, я был голодный до нового горизонта, хотелось открывать, общаться с людьми. Было классно, да. Я свое первое кавказское путешествие отправлялся абсолютно без денег. У меня было 10 железных рублей и, по-моему, килограмм гречки. И я поехал вот так на год и 2 месяца, в итоге путешествие продлилось. И я отправлялся абсолютно без денег. Вот. Ну, как бы такое выживание от Никиты Тинча, так скажем. Вот. Правда, я тогда видео не снимал, а было бы очень интересно, как я помню, приехал в деревню и просил у людей макароны какие-нибудь мне дать. Там, ну, в каждом доме это все есть. Как бы. Для людей это не напряжно. Вот. И было интересно моментов. Если хотите, я как-нибудь про это расскажу, потому что на видео это, к сожалению, не записано. Вот. Но еще в памяти есть какие-то моменты. Вот. И поэтому хочется закрыть вопрос этим мировым кочевьем, что, ну, да, продолжения уже не будет. Ну, может быть, в другом составе уже, может, я один, может, я с Эльдаркой поеду. Но на велосипеде, как вы поняли, уже у меня особо сильного желания на дальники такие ехать нет. Вот, мне хочется попробовать новые виды путешествия вот, по воде, вот как я уже сплавлялся. Вот, я хочу продолжить сплавляться по воде. В будущем хочу парусную яхту иметь и отправиться там, попробовать по воде путешествовать. Вот, поэтому планы грандиозные, но про то мировое кочевье вы можете забыть. Продолжения уже не будет, я думаю, это будет уже другое путешествие, может, смысла нету. Конечно, можно заморозить этот проект, но уже неохота вот эту касаться, эту ситуацию. Вот, а хейт мне до сих пор прилетает, то есть в медийном пространстве Чувашии газета «Про город» хорошо в этом плане поработала, потому что она преподносит это всегда так, что, ну, как бы нужны громкие заголовки, там, вот, типа, Тинче, там, просит денег, там, ля-ля-ля, тополя, вот, типа, в таком стиле, да, хотя это обычные донаты, ну, какой блогер сейчас не собирает донаты, правильно, а вот они так это преподносят, и люди так это понимают, а люди особо, как бы, обыватель, он умом не особо не одарен, ведь он воспринимает, как ему вот дают в телевизоре или в газете, он так вот все воспринимает. Поэтому я хочу с этим закрыть вопрос, да, почему мы не поехали дальше, почему мы остались в США, а еще сейчас, потому что мы остались в США, это мы, значит, предатели Родины, вот такие вот мы ребята веселые. Вот. Поэтому все нормально, ребят, не переживайте, деньги пошли куда нужно, на все цели, на перелеты, вы как бы спасли. Если кто недоволен тем, что нам отправлял деньги когда-то, вы спасли одну семью от тупости, невежества и загнивания в России, короче. Вот, поэтому всех люблю. Всем большой привет, всем всего хорошего. Вот, не судите, как говорится, и не судимы будете.